Друзья, мы находимся в деревне Нурлаты Буинского района, Республика Татарстан. Здесь похоронен известный мусульманский религиозный деятель, богослов, ученый Фахруддин Ишан Мустаев. Этот человек родился в 1804 году в деревне Нурлаты и получил сперва начальное образование здесь же, в родной деревне, у отца и деда. Они были оба религиозные деятели, имамами. Далее он учился в Казани при мечети Искаташ, и затем уже несколько лет учился в Бухаре. Там он даже после завершения такого религиозного образования он дальше учился, развивался духовно у Шамсуддина Ишана бин Мингула аль-Бальтаи. У этого человека он достиг духовных степеней, стал духовным наставником, достиг этого уровня. Вернувшись обратно на родину, он некоторое время жил в Казани, преподавал. Далее уже у него отец уже начал болеть, он вынужден был вернуться в родную деревню. Уже продолжил деятельность своего отца, стал имамом, открыл, развил вот это медресе, которое у них было в селе, сделал ее крупным учебным заведением. И у него настолько знаний много было, что вокруг из далеких даже деревень Буинского уезда и дальше всего Симбирской губернии, Нижегородской области, вот современно, да, они приезжали большое количество студентов, шакирдов, получать его знания и духовно воспитываться. Этот человек настолько был удивительным человеком, что отличался своей праведной жизнью, благочестием, был очень щедрым, много чудес при жизни он совершил, то есть его моментально молитвы исполнялись, его молитвами быстро выздоравливали люди. Настолько был этот удивительным человеком, что люди жили в Буинском уезде, получается, 150 лет назад, жили его советами. То есть, как он говорил, так делали. То есть, настолько был он авторитетным среди народа. Любые тяжелые моменты жизни к нему шли, получали у него помощь, поддержку духовную и жили уже более спокойно, счастливо, благодаря баракату, благодати и влиянию этого приближенного к Аллаху человека. Следует отметить, этот Фахруддин Ишан в 1870-х годах он ослеп, то есть он вообще не видел, болезнь какая-то была, видимо. И, несмотря на это, он ходил и говорил, вообще жил как видящий человек. То есть настолько у него было качество необычное. И он много путешествовал. Вы знаете, в то время, несмотря на то, что насильное крещение было остановлено, да, вот вы знаете, Екатерина II уже разрешила татар исповедовать ислам свободно, строить мечети, но крещение другими мирными путями она продолжалась. То есть православные миссионеры, они старались, чтобы татары стали православными, то есть они все делали для этого, там и льготы, и административное давление, все это использовалось. И были крещенные татары, даже в татарских селах, которые остались от того времени, от насильного крещения, да. И Фахруддин Ишан в своих путешествиях, он постоянно посещал те места, где жили крещенные татары. Он их всегда настаивал, чтобы они стали мусульманами, то есть не держались той вере, которая не совсем уже свойственна татарам и не совсем подходит им, то есть в более истинной вере, чтобы они держались, об этом он говорил. Даже есть такое упоминание, он был в Нижегородской области, в селе, сейчас скажу, в селе Нагаево. Там большая часть жителей были крещенными татарами.
он, приехав в их село, объяснял, то есть красноречивыми словами, он объяснил, что эта вера не совсем подходит нам, да, не совсем истинная, да. То есть для татар ислам истинная вера, да. Поэтому он объяснил, что я был в гробе Господне в Иерусалиме, в хаджи был, он объяснял, что там нет никакого гроба, то есть это как бы построено все на таких косвенных доводах этой религии, как бы православия. Верьте в ислам, в истинность пророка Мухаммеда, его могила есть его Коран. То есть он объяснял ислам и настаивал на том, чтобы татары, крещенные, стали обратно мусульманами. И даже есть такие слова, вот: «Итак, стойте, верующие, в истинной своей вере, которую Мухаммед получил от Бога и по изволению его уже передал нам, как верный путь к блаженству. Не думайте, что Мухаммед обманывал кого-то из вас, не верьте, что Мухаммаду помогал кто-либо в составлении божественной книги Корана. Знайте и ведайте, что Бог не нуждается ни в чьих помощях. Не вдавайтесь в обман русским, которые всячески стараются окутать сетями заблуждения, имею в виду, распространяя свою веру. То есть держитесь в исламе». То есть он таким образом объяснял. И жители вернулись в ислам. То есть это было, тоже способствовало тому, чтобы они стали мусульманами. Надо сказать, Фахруддин Ишан, он не только просто проповедовал ислам, он еще национальной идеи поддерживал. Допустим, в то время русское правительство начало насильно распространять русский язык повсюду, открывать русские татарские школы. И Фахруддин Ишан вышел массовыми петициями, то есть он поднял народ, везде составляли петиции против этого закона, против распространения русского языка, открытия русских татарских этих государственных школ. Он понимал, что если татары массово, если будут изучать русский язык, они не будет разницы между русскими татарами, да, то есть они быстрее ассимилируются. Поэтому, видимо, это было важно в то время, он понимал это, и он организовал такие массовые петиции по всей Симбирской губернии и соседней Нижегородской. И много поступило правительство в адрес императора этих писем, петиций, правил, просьб, благодаря которым этот закон был только позже принят. Только позже был принят этот закон. Также надо сказать, Фахруддин Ишан во время хаджа помог кораблю спасться от гибели. То есть был шторм сильный. И в этой корабле был человек из царской семьи. Об этом было рассказано императору Александру III. И после этого император пожелал увидеться с Фахруддин Ишаном. Его пригласили в Петербург. Он был в царском дворце. И там было устроено так, что император хотел проверить, какая же вера истинная, православная или мусульманская, насколько у кого сила сильнее, да, духовная, скажем так. Была клетка, где сидел этот лев, и сказали православному такому какой-то там высокопоставленному человек, который был ученым, скажем так, сказали: ты сможешь зайти туда, значит твоя вера сильнее. И сказали Фахруддину тоже: если ты зайдешь, если не тронет тебя, значит ваша вера сильнее. И Фахруддин Ишан зашел туда, в клетку, погладил этого льва, тот спокойно лежал и обратно вышел. То есть ничего такого не было. А второй хотел уже, его очередь же, да, православного этого священника, этого ученого, скажем так, богослова ихнего, он отказался от этого. То есть он даже подходил уже, лев там хотел уже его растерзать, то есть он уже отказался от этого. И император понял настолько, что этот человек не простой, а святой, то есть приближенный к Аллаху человек, и его наградил большими наградами, там, даже этот золотой такой, этот большой золотой крест подарил ему. Он им даже не пользовался, естественно, но привез все равно раз подарок императору.
и он даже рассказывал, только один раз мне это помог, этот крест золотой от императора, там какой-то без очереди пройти, и никогда не пользовался им. Видимо, он потом уже его здесь использовал куда-то, видимо, или продал, или раздал. Вот такой был удивительный человек. Но после этой встречи с Фахруддин Ишаном и у императора Александра III очень сильное уважение к исламу появилось. И он уже более стал мягче относиться, то есть более лояльнее исламу относиться, вести политику. А до этого многие императоры, вы знаете, они как бы ислам очень сильно давили, то есть думали, что только православие истинное, да, свою веру они старались распространять. Вот такие святые люди, они помогали не только народу, но и государству в целом. С их молитвами держался в определенной степени мир, согласие. Фахруддин Ишан был очень красноречивым человеком. Люди от его слов от души смеялись, и любого человека мог спокойно довести до состояния слез, плача, то есть настолько был красноречивым. У него много было последователей, муридов в Петербурге, столице. Он туда периодически ездил тоже. Вот, и рассказывает такой случай при его жизни. Зимой одна девушка захотела съесть ягоды. А зимой уже они растут, да? Это сейчас в магазинах есть ягоды, а в то время не было. И он сказал: спустись под пол, там они растут. И девушка спустилась, там действительно росли эти ягоды. Сказал, что никому не рассказывай, а то исчезнет. Она кушала сколько-то времени, беременная тем более была. И потом она не выдержала, рассказала одной своей подруге. И спускаясь уже под пол, смотрит, уже их нет. Так интересные такие моменты много рассказывают. Народ помнит Фахруддина Ишана. Он сам умер в 1891 году, похоронен в этой же селе. В советское время, к сожалению, вы знаете, была антирелигиозная сильная политика. В этой политике многие надгробные камни кладбища деревни Нурлат, они были снесены, и ими построили ферму, то есть фундамент фермы залили. Вот единственное, камень Фахруддина Ишана смогли взять с собой и перенести домой один из верующих людей этого села. Потом уже, когда эта политика остановилась, уже более стало спокойно, он вернул это обратно. Его место сохранения сохранилось. Народ помнит Фахруддина Ишана, приходит периодически, за него молятся. И здесь похоронен он, его сын, жена и сноха. То есть здесь находится их могила, была облагорожена. То есть такой был выдающийся татарский религиозный деятель, ученый, богослов, один из героев татар. Они 150-100 лет назад были такими людьми. То есть они религиозными деятелями были. И очень много сил вложили в просвещение, духовное выздоровление нашего общества. Мы, посещая эти места, мы радуемся, что были такие люди, и они являются нам примером для подражания. Пусть таких людей будет много.